Добрый день, у нас сегодня очередная дегустация региональных продуктов. Мы регулярно ездим по стране и привозим всякие интересные вещи. И вот недавно я побывал в Норильске, Да. и там же побывал Анатолий Казаков, шеф ресторана «Селфи». Здрасте. С ним мы как раз и будем пробовать норильские продукты. У нас был гастрономический фестиваль под названием «Север». Да, мы занимались просвещением и попыткой развития ресторанного рынка, кулинаров, рестораторов города Норильска, потому что это город такого закрытого типа, то есть либо самолетом, либо ледоходом дойти можно. Да. И по поводу, что касаемо продуктов, понять, что это, то есть это не овощи, не какие-то там консервированные соли, то есть это либо мясо, либо рыба, потому что Норильск славится, у них есть река Енисей, в которой потрясающие виды рыб. Сейчас как раз сезон, когда был сига, икры сига, корюшка вообще потрясающая. То есть для меня прям это было откровение, потому что как бы я большой фанат беломорской корюшки, там, ладожской, то есть там я аж до дрожи. Но у них корюшка очень крутая, хоть и замороженная, она очень крутая по вкусу. Ну вот, но у них крутой есть северный олень и разная северная рыба. Муксун, сик и так далее. Город Норильск самый большой северный город в мире, 178 тысяч человек. Там почти 200, был 250 максимум. Когда и это город-остров, туда, да, вот как сказал Толя, невозможно попасть. Они считают, кстати, нас всех с материка, они говорят, да, большая земля. Я вот полечу на материк, типа, куда ты как бы и так находишься, они говорят, ну мы так называем Москву там и другие большие города. Что есть в Норильске из продуктов? Да, рыба и, да, олень. Олень, да. У нас здесь вот как раз есть копченая рыба и есть вяленая рыба под названием юкола. Юкола — это способ, так сказать, готовки. И еще в Норильске, вы не поверите, есть квас, там чуть ли даже не 2 пивзавода. Да, конкурирующие. Кстати, там крутое пиво, знаешь, крафтовое, наш общий друг, Ваня Глушко сказал, что там космическое пиво. Да, но я не буду говорить какое, потому что это реклама алкоголя. Не, ну там много, интересно. Оно безалкогольное. Это знаменитое норильское безалкогольное. А еще в Норильске есть теплицы. Мы подружились, познакомились с одним очень хорошим человеком, который там владеет нескольких ресторанов. Одного из рыбзаводов, который мы будем сегодня пробовать, и мясных заводов, которые мы будем сегодня пробовать. Человек вложил 90 миллионов рублей, представляете, в теплицу. Это огромная теплица. Ну, когда он мне сказал, что это будет теплица, ну, какая-то, так я посмотрел так на все в Норильске, думаю. Мы приезжаем, это теплица просто там, не знаю, там промышленная теплица, там европейского образца, там с там автоматизированным полностью там влажностью, поливом, ионизацией, дневным светом и так далее. Она реально огромных размеров, то есть я думаю, наверное, там около 1000, может быть, квадратных метров. И то есть для меня это было вау, потому что ты заходишь с улицы там при минус 10, а зимой там минус 60. Ты заходишь, и у тебя просто такие субтропики. Это было, конечно, каждый день свежая зелень. Каждый день. Базилик, да, салаты, и когда я там общаюсь с местным шефом, общался, когда мы обговаривали, какие продукты нужны будут, что нужно на тест прислать в Москву и так далее. Он говорит, слушай, здесь все нет, у нас все из Москвы и так далее. И жалуюсь, что полностью нет продуктов. Я когда пришел-то, я все это увидел, просто обалдел. Там все есть. То есть там всевозможные ростки, всевозможные салаты, там огурцы, помидоры, там зелень вся практически там выращивают. И можно вырастить еще много вещей, то есть как был бы на это все дело запрос. У нас есть муксун, сик, нельма и чир. Вот я, например, одну рыбу от другой не отличу. Слушай, она визуально очень похожа. Да? Вот, посмотрим, какая она на вкус. Слушай, отличается или нет? Слушай, если она сильно копченая, то нет. То есть как бы здесь будет такая чистая текстура. Вот попробуй, мне интересно, чем отличается по вкусу чир от муксуна. Смотри, насколько, допустим, муксун, он чуть жирнее. Для меня было поразительно увидеть в норильских магазинах такое огромное количество продуктов. Там выбор чуть ли даже не лучше, чем в иных московских супермаркетах. Слушай, это город закрытого типа, и ты понимаешь, как бы у них есть несколько своих производств, что характерно, да, и они практически по максимуму стараются все делать все у себя. Ну, вот. И поскольку там люди живут, в принципе, по местным меркам безбедно, там у них хорошие зарплаты, хорошие отпускные там пособия и так далее, те люди, которые работают в системе комбината, Ну, вот. Поэтому, естественно, для них стараются там сдать нормальный ассортимент, и это хорошо. Это нельма. Это нельма, да. Превосходно. Вообще как сливочное масло, да? Соли прям вообще вот ровно-ровно. Я бы даже меньше соли бы сделал. Ну, это прямо сейчас тоже хорошо. Очень круто. Вкусно, я бы съел дальше, но давай, наверное, дальше. Просто мы с тобой налупимся. Мы сделаем такую, роскошная рыба. Маленькую нельму такую. Вот наше сокровище, да?
Да. То, мы торгуем сибасами и даже в Норильске. Даже в Норильске придя в ресторан, да. Я, кстати, это одна из, на самом деле, тем была вообще моих, то, о чем я говорил с местными рестораторами и поварами по поводу их вообще продуктов, которые у них есть в стране. Я говорю, ребят, прекратите открывать итальянские рестораны, работая там на полуконсервах итальянских и так далее, и суши-бары, да, и делать пиццу с майонезом, это вообще... Это, конечно, пицца с майонезом, это прям было прям сильно. Какое у тебя впечатление от Норильска, от норильских ресторанов? Слушай, давай так, по еде очень слабо, какие-то непонятные эксперименты, у них, есть потрясающий продукт. Но они их просто не готовят. Потому что, они думают, что это и так все едят дома. Это восприятие неправильное. То есть они должны давать запрос некий по рынку, то есть они должны давать запрос потребителям, делать им предложение. То есть не просто там строганину какую-то историю. Это же рыба, которую можно готовить не традиционным способом, там, копчением, вяльным, как там все привыкли к консервированию. Да, ты можешь их пожарить, она потрясающая будет. Еще нежнее. Меньше соли, да? Вообще превосходно. Упала. Давай еще. Очень классная. Так не скажешь, да, где по вкусу, где какая, в смысле, отличие рыбы, только что в соли. Это более упругая. Она, мне кажется, просто, понимаешь, она разными способами сделана, потому что мы когда пакет с тобой скрывали от Нельмы. Не ранее всех КВУ. Да, она прям соком была у нее, с головы прям сок капал. Блин, это вкусно. Класс. Вот это то, что вообще даже в любимой нордической Дании этого нет. Этого нет. Такого качества рыбы ее реально нет. Такой рыбы нет просто. Кто это? Сик? Это сик. Это сик. Так, аккуратно, там маленькие кости. Прям по центру, потому что мы сейчас не вытащим. Та же рецептура. У них технология одна и та же. Потому что, видишь, он по суше, я считаю, он такой, немножко другой текстуру имеет. Мне очень нравится, что здесь с солью все в порядке. И нет этого, знаешь, химозного вкуса копчения. Знаешь, как бываешь, покупаешь, ты прям, знаешь, такое ощущение, что тебя просто взяли рыбу, туда прям в вакуумный пакет жидкого дыма налили, завакуумировали. В аквариум. В аквариум поплавала. Да. Давай попробуем чиро. То есть теперь тебе еще будут норильская рыба у тебя. Слушай, я договорился, да, я прям рад этому, потому что это реально крутой продукт, и я хочу готовить. Помягче как-то, да? Другая текстура, да? И пожирнее, что ли? Жирнее, да, жирный. Прекрасно. Это вообще даже, по-моему, очень-очень мало соли. Да. Я говорю, я бы еще меньше сделал. Но у меня Нельма фаворит. Какая классная, а? Нельма фаворит. Да. Я даже не знаю. Мне вторая что была? Муксун? Второй был Муксун, он более чуть-чуть жирнее. Нельма была первая, потом Муксун, потом Сик, и сейчас Чир мы мне, наверное, Муксун и Чир. Хотя они все прекрасные. Не, они все вкусные, просто у них разница в текстуре. Говорю, я бы чуть уменьшил бы соль. Соль, понимаешь, здесь вопрос такой, это вопрос приготовления. Ты в ресторане чем больше соли ты делаешь, понимаешь, тем она у тебя быстрее приготовление, она быстрее влагу вытаскивает и так далее. То есть я бы сократил бы концентрацию соли. Забыли попробовать еще одну рыбу, это юкола, но непонятно, что это за рыба, потому что не подписано. Это такая, вяленая рыба. Традиционная техника такая. Что это за рыба? Слушай, ее традиционную историю делают, ее, знаешь, на доски прибивают вот так кожей, и все, и она вялится за счет солнечных лучей прямых. Я не понимаю, что это за рыба. Сначала под прессом лежит в соляном растворе. Попробуй. Так или иначе, безымянная рыба. Безымянная, какая классная. Северная рыба. Слушай, она резиновая. Она, знаешь, конечно, она же вяленая. Она практически не соленая, она сладкая. Знаешь, я не можешь пока не могу. Может, она реально сладкая. Она сладкая, она как этот. Может, они соль с сахаром перепутали? Нет, может быть, специально так делают. Классная штука. Да, она чисто вяленая. И нет никаких посторонних вообще этих. Просто такая натуральный вкус. Да, слушай, круто. Да это вкуснее, чем, не боюсь этого слова, вобла. Да, вобла появился конкурент. Да. Но мне кажется, знаешь что? Мне кажется, она чуть-чуть перевяленная. Не кажется?
Мне кажется, такая технология. Да? Ну, Чтобы дольше хранилось. она вкусная. Да. Я этим ножом против отрежу, мне прям понравилось. Ну что, перейдем к мясу. Я забыл, Давай кваску надо бахнем. пить квас норильский. Мы будем пить его из специальных дегустационных рюмочек. Все-таки норильский квас. Надо в такой глуши делают и пиво, и квас. Причем, опять же, я видел там продукцию квасную 2 заводов. Просто вопрос, на чем они делают? Все понятно, на чем они делают. Да, что там написано? Вода питьевая очищенная, сахар, ржаная мука, ржаной солод, дрожжи, молочная кислота. Я у них Все на местной алкогольной продукции видел надпись «Вода улучшенная». Надпись. Бывает. Когда Георгий Троян дегустировал местную алкогольную продукцию, на ней было написано так. Он сказал, что он ослепнет. Держи. Пока не ослеп. Ну, за Норильск. Давай. Потом такой светленький. Какой-то не очень сладкий. Какой-то Не, пресноватый. ну это хорошо, он не сладкий как раз. Он Знаете- практически не газированный, заметь, да? Причем это его свойство, потому что это не мог потерять так быстро свои качества. Ну что, начнем с, может быть, с оленевого сердца. В Норильске в магазинах какое-то бешеное количество тушенки. Ну, это, конечно, объяснимо, да? Но они заготавливают много, у них же как забой, у тебя происходит забой. Нет, я имею в виду вообще там, ну, привозной тоже много. Я там даже видел монгольскую тушенку. Написано продукт Монголии. Да. Из лошады. Нет, из говядины, не поверишь. И это... Ну и, соответственно, вот из оленей там в Норильске тоже делают консервы. Вот сердце оленя. Прям взяли сердце и закрыли его в банку. Представляешь? Чтобы есть потом долгими зимними Вечерами. да. А вечера у них... Зажигаешь. Вечера у них с сентября начинаются Да. на полгода. Да, Сейчас да, там да. полярный день до У них, сентября, а с собственно, да. сентября полярная ночь. Два времени суток, да, день и ночь. И каждый Ну, день... на самом деле, ты помнишь, там же как бы день, там прям не прям день. То есть там такие сумерки ночью. Ну да, То да. есть, ну, прям нет такого, что прям темно-темно, Ну. очень светло-светло. С морковью даже. Ну, давай, ты первый. Боишься консервы есть? Да. Лук, морковь, вода, жир свиной. Ну, жира мало в оленях. Свиного. Пржевальский делал, наверное. Он решил скрестить оленя со свиньей. Прекрасная штука. Да? Мгм. Класс! Попробуй, ну правда. Запах вообще обычной тушенки, согласись. Ну, оно, сердце прям разварено уже в паштет практически. Но текстура хорошая. Да. Вот так мы съели сердце Оленя. оленя. Консервированная. Не, если бы ее на самом деле прогреть, был бы прям огонь. Знаешь, там поставить на костер куда-нибудь. И в картофельное пюре замешать. Бам. Вообще. Вообще. Песня. Ну что, карпаччо. Полярная. Давай Итальянская полярная карпаччо. сырокопченая колбаса карпаччо из оленины. Со всякими веществами типа декстрозы и ускорителя созревания. Ага. Все как мы... И нитритная соль. Да, как без них. Особенно в Норильске-то. Слушай, это прям реально как бы, ну это прям карпаччо, прям просто целиковый кусок мяса. Вырезка, да, практически. 350 рублей стоит оленина в Норильске. Килограмм. Лучшая. Ну, то есть, в смысле, вырезка. Ну, вырезка? Не, мне кажется, дороже. 350. Слушай, я Остальное рассказал, у меня был запрос, я хотел тоже в Москву привезти, но что-то мне там так. Классная штука. Опять же, соли в меру. Вот привкус есть сторонний, чувствуешь? Конечно, знаешь, это же привкус чего? Привкус чего? Усилитель вкуса О, да. Е621. Ну вот. Мой нелюбимый. Усилитель Эти вкуса. 3 цифры ты не любишь, Эти да? 3 цифры я не люблю. Я Давай. не люблю вообще, что связано с цифрами вот это. Тем более. У тебя и паспорта нет? Относительно оленя. Нет, паспорт есть. Суджук полярный. Шуджук. Там еще почему-то называют его Есть шуджук, а есть шужук. Знаешь, Чучук что? еще. Шужук есть в этом. Мы делаем в Астане, в Казахстане. Мгм. Прошу вас, Анатолий. Колбаса сыровяленая из оленины. Ну, тут здесь вот, поскольку олень не жирное животное, то часто используют вот в таких продуктах ну, свиной жир. Свинину. Да. Слушай, ты знаешь, я готовлю оленя я делаю из синюги, из брюшного жира оленя. Мгм. Из серии типа сала. Знаешь, он такой более смачный, что ли, был. Тоже усилитель вкуса Е621. твой любимый. Это опять то же самое. И стартовой культуры. А вот финишная почему-то не указано. Ну, Ну, знаешь, это вкуснее. это вкуснее. Но он... Потому как что здесь сказать, есть свиной жир. А мы они люди только любим свинину. Е621. И
Вот армянский суджук, он как-то более соленый. А здесь, опять же, как-то все это. Не, он прикольный. И такой привкус копченого в конце приходит, да? После вкуса. Вот, смотри, здесь еще есть. Смотри, какой прекрасный Кто у нас? окорок оленя с можжевеловой ягодой. Представляешь? Тоже что-то вроде как карпаччо, но другого плана. Подсолнечная смесь. Аскорбиновая кислота, ну как бы сорбат калия. Ну да, ну это Натуральные чтобы пряности. Опять же, стартовые культуры. с карбинкой, чтобы цвет держала. Вот можно сравнить, да, по цвету. Ну, Примерно тут более, одинаково, здесь да? больше, видимо, соли, он такой более вяленый, что ли. Да. Как сказать, как по-модному, да? Олень в 10 состояниях. Мне сейчас ну, вкуснее гораздо, чем вот это, чем карпаччо, согласись. У меня ощущение, как будто мы в бане сидим. Знаешь, в бане у нас такой стол, знаешь. Типа того. Давай попробуем, смотри. Ну, ладно, попробуем солями из оленины. Что только не делают из оленя. Про корешку. Вот в Дудинке гуляем мы, значит, по Набережной. набережной, по дизель-электроходу Талнах. И тут, ну какая темная тоже, да? Ага. Прям классно. И это. Тут, значит, как это все это выглядит? Он стоит у причала, Енисей весь покрыт льдом, и прям там чуть ли не до горизонта Енисей, вот, если смотришь там в ширину, не говоря уже о длине. Вот. И там такой, ну, как бы фарватер проложен во льду, по которому ходят корабли там как раз. Заходит в порт дизель-электроход Норильский никель. И весь этот вот, весь Енисей, прямо рядом с этим фарватером усеян рыбаками. Прям. Они даже не пугают ни корабли, ни вообще ничего. А рыбаки, они вообще такие, знаешь, Они только- отважные. Капитан заходит, значит, в порт, и капитан заходит в порт и трясется, значит, сейчас, не дай бог, кого-нибудь задавишь, да, они стоят мобилками, фотографируют и видео снимают. Пароход пришел. Прям, знаешь, и там вот в тот день, значит, вся Дудинка ловила корешку и половина Норильска. Где-то, наверное, километров 5 рыбаков. Ну как? Солями так себе. Она прям какая-то, знаешь, такая тумач химозная прям, да? Соль, копченость, вот это вот все прям тумач. Но мне вот нравится этот оленей вкус, он такой Да его он тут нет, постный вот такой. здесь его Почему? нет. Потому что эти из говядины и свинины так же сделают, и с Нет. таким количеством Он- солей и консервантов не почувствуешь, что это такое. Ну он слишком соленый, да. Мне хочется, чтобы он был натуральный, было бы круче прям. Вот это хочется даже запить. Запить водой. Это улучшенная, да, вода, которая из Норильска тоже? Другой не бывает у нас. Как хорошо. А вот смотри, таймырская колбаса. Двух разных. Я смотрю, Двух тут разных какую-то ты уже производителей, откусил, нет? Не открыто? Нет. Откусили. Это Норильский мясоперерабатывающий комбинат, а Давай это сюда. мясной цех под названием «Золотой олень». Здесь изображен один из представителей коренных народов Севера. Неизвестно, правда, какого. Может быть, долган, может быть, ненец. И вкусно, однако. Ему вкусно. Сейчас посмотрим, Ну, может, Долган. нам. Долган, да. Это же Долгано-Ненецкий автономный округ. Ну, вокруг Норильска. Вкусно? Да. А смотри, какая она разная, да? Называется Конечно. таймырская, вроде Таймырская состав должен колбаса сырокопченая, охлажденная. быть один и тот же состав, но, как видим, он отличается. Оленина, свинина, шпик, Ну да, для жирности. посолочная смесь. А здесь, смотри, да, какой цвет отличается. Ну да. Видишь? Видишь? Игорь? А название одно и то же. Попробуем, какая лучше. Вот это. Какая-то неплохая, согласись. Точно как в бане сидим. В бане, я тебе говорю. Должны быть там пивные рестораны в Норильске. А их нету. А их нету. Там есть... У него есть Бирхаус, был пивной ресторан, оказался нет. Нет? Просто он открывался в 90-е годы, видимо, там было два иностранных слова популярных, бир и хаус. Они решили ресторан так называть. Он реально не про пиво. Там есть еще бургер ринг. Бургер и суши-мастер. И что мне... Она другая. Не, не нравится мне. Не нравится? Да, Какая-то она... противная. Я с тобой Можно соглашусь, я да. не буду? Да, хорошо. Вот у нас, смотри, еще есть филе оленя. Чем он отличается? Размером только, видимо. Похоже, знаешь, на икру в ястыке. Да? Ага. Такую мощную.
Слушай, мне нравится, вот у него консистенция как раз вяленой икры. Консистенция хорошая, да, у него вкус очень такой, натуральности нету. Ну, для меня, по крайней мере, мне не очень. Это да. Я доем. Раз ты не хочешь. Что мне очень понравились норвежские люди. Они вот... Супер радушные, согласись. Они, конечно, угрюмые такие визуально, но они очень френдли. Да, то есть как бы первое впечатление, как будто такой суровый северянин. Такой прям Такой. сибиряк момент. А как только начнешь рассказывать, у них какой-то невероятный какой-то дар рассказывать истории. Потому что они прям... Они любят поговорить, на самом деле. Да. Я спрашиваю там у одного норвежчанина, говорю, Сергей, что вы здесь делаете в зимние вот выходные? Что, чем как Когда развлекаетесь? темно. Ну просто выходные, суббота, воскресенье. Что, на природу ездим? Да, вот меня тоже куда на природу ездить. Я понимаю. И что? Там, ну, как У них лето месяц в году. У нас турбазы, дачи есть, шашлык, мангал, Нет, это компания. Я говорю, а если минус 60? Он говорит, да ну вообще по барабану. Я говорю, а ну на природе-то чего там, что там на Снег. природе? Он говорит, Белое. да ничего. Ну, что у нас осталось неохваченным? А, вот. Это что такое? Тартар. Закуска к пиву из зеленины сыровяленой. Вот. Ну как, закуска к пиву? Ну, я бы не стал. Не стал? Ну, что-то как да. Как-то Какая-то что-то непонятная какая-то. золотой олень как-то разочаровывает меня. Ага. Какой-то он Фонарный. этот. Как будто сначала где-то полежал. Да? Ну где-то, в смысле, в чуланчике. Да, я понял. В Бабушкой. гараже. Бабушкой пахнет. Ну не знаю. А чипсы из зеленины. Значит, это вот норильские мясоперерабатывающие, а это как раз, если не ошибаюсь, золотой олень. Ну, если золотой олень сейчас разочарует. Опять не верю. У нас есть шанс, что мы вот это больше пробовать не А, будем? вот же. А? Есть Да. шанс, что мы вот это остальные пробовать не На, будем. вот съешь чипс. О, какой, смотри. С решеточкой какой-то. О май гаш. Шахматная Да, доска. смотри. да, нет, это силиконовый коврик, на котором сушили эту А, колбасу. наверное, да. А это? Посмотрим. Чипсы Слушай, из ну, зеленины. какой-то прям, знаешь, это все, это просто колбасу нарезали и засушили. Ну, мне кажется, это кусок мяса, нет? Слушай, можно я его пробовать не буду? Ну реально, у меня сегодня важный день. Хорошо, Я хорошо. хотел Это впереди. я тебе страшно. Это знаешь, как будто вот из стружки. Триминг какой-то. Ну вот да, когда Прессованный. знаешь, оленя, его напрессовали его и насушили. причем вкус какой-то ягодный. Там ягода какая-то есть, подожди. Какая-то вот, Да он химозой пахнет, Домашний компот. ежевик какая-то. в общем, это нет, да? Да это отвратительно вообще. Кстати, норильское пиво нормальное, оно так Не, не норильское пиво заслуживает. Не, норильское пиво не заслуживает таких закусок. Да. Так, посмотрим, что здесь. Ну, здесь тоже химия. Здесь еще, видишь, пикантный, он с перцем. Я бы вообще вот эту вот историю бы... Короче, я бы такой не брал бы. Да, оленина всех. сама по себе прекрасная. Оленина Мясо, прекрасный да. продукт, но... Вот как раз сейчас попробуем, значит, юкола из говядины. Если мы пробовали юколу рыбную, это вообще традиционно рыбная штука. Но вот норильские теперь делают еще и юколу из разного мяса. Это вот из говядины. Привезли в Норильск говядину, сделали ее засыровяли. Может, это олень, выдают за олень? Не, олень вот у нас лежит. Нет, специально. я понимаю. Ну слушай, это, по-моему, вкуснее, чем вот чипсы. Это тоже немножко сладковатое. Чеснок, кориандр, сахар, перец красный и черный. Нет? В своем ресторане такого тартарчика не было бы, да? Ну ладно. А вот это тебе точно понравится. Зайдет, да? Давай порежем. Это юкола из зеленины. Он просто уже парочку кусков Ну, я помню, что съели. уже там глаз положили, съели. Да. Вот видишь, здесь даже есть следы от Зубов. Ну, Крюка, на котором это все да. Мне кажется, вот такой вот в Москве просто надо продавать вот везде. Это прекрасная штука. Вот это крутая. Она напоминает по вкусу, знаешь что? Вот в Южной Африке есть такой билтонг. Не знаю. Вот точно такой же, но еще джерки называют в Америке. Вот там примерно такая же смесь специй. Да. И вот там делают джерки, например, из антилопы, да? Это вот один в один. Слушай, В ну смысле, это вкусно. билтонг. Мгм. Это вкусно. Это прям очень хорошо. Это можно, как это называется, мясной нарез в ресторане делать. На мясную ладью вот эту знаменитую вносить. Там, где вот эти у тебя лебеди Майонеза. из яблок вот эти А. вот нарезы, знаешь, такие. Оливки в глаза. Нет, хорошо, соли много. Вот сейчас прям хоть... Мне вот нет. Ты какой-то солечувствительный человек. Ну, у меня есть такой, да. Я раньше очень любил соль, я сейчас как бы люблю, когда соль прям вот
хороший баланс, но как бы здесь прям too much. Но это, понимаешь, это чтобы Мне хранилось нравится. лучше, потому что если ты меньше соль добавишь, Чтобы у тебя пиво больше пилось. проливы были лучше. Да, пролив, Это чтобы владельцы лучше, да, пивоварен абсолютно. делают. Конечно. И вот я не знаю, почему не подавать такой вот в норильском. В ресторане. Она бы зашла. Почему не сделать пиццу, слушай, пиццу с олениной? Слушай, представляешь, пастрами из оленя сделать? Да. Там, я не знаю, там можно много крутых вещей реально приготовить. Это было бы интересно на местном рынке. Но я думаю, все впереди у них. Конечно, Я думаю, нет, они слушай, говорю, рано или поздно поймут и... пока у тебя, у потребителя не появится запрос на качественную, интересную еду, рестораторы не очухаются, они так и будут, понимаешь, делать Да, радуйся, Бас. фонарь. Да. Фонарь. Новое слово на букву F. F. Ну вот мы попробовали всевозможные норильские продукты. Что тебе больше всего понравилось, Толя? Слушай, ну однозначно рыба гораздо лучше, чем мясо. Там 100%. Она прям такая более трушная. И это не весь ассортимент, который у них есть. Там у них большое количество рыбы, которые можно купить. И люди производят на заводах. Очень крутые колбасы. Мне понравилось салями, мне понравилось шуджук. Мне понравилась эта вот вяленая юккола. Ну, вот эта вот всякая история закуски к пиву, она отвратительная, такая на грани съедобного на самом деле. И вот еще вот, Солями вот это солями не очень понравилось. Ну а вот это вот настоящее сокровище. Да, то есть такая натуральная, трушная, вяленая история. Прям Сыро-вяленая супер. оленина. Да, Юкола. крутая. Это прямо вот. Маст. Можно... И квас еще. Крутые консервы. Да, Олень. да, точно. Вот Сердце олень оленя. прям реально зашел. Квас, но квас странный. Странноватый, пресноватый какой-то. Он какой-то пустотелый. Да. Знаешь, когда вот раньше было в бочках продавался квас, и многие его покупали себе домой, и вот приносили домой, Да-да. открывали, пили. И вот он как будто он выдохся, и при всем Ну, при типа этом такого, да. его не хватает, прям, знаешь, какой-то вот и кислоты в нем не хватает, и вот этого, понимаешь, ароматики не хватает именно. Скажу прямо, норильское пиво лучше. Напиток. Давай так квас. называть Да. напитком. Да. Это. Да. Вот это питание, а это напиток. Да. Вот наши впечатления о норильске и норильских В продуктах. Норильске есть реально крутые продукты. Да. 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 Пока-пока. Кстати, юколы еще, пожалуй. Поем. Я тоже.